помощи, когда Александр Македонский осаждал их древний город. И во второй раз защищаться от воинов халифа им помог Азербайджан. Я не хочу, чтобы на этот раз мы сказали им нет. Тебе нужны добровольцы? Я буду первым. Я это сделаю. Клянусь, или Афшин ибн Кявус в Базенских горах погибнет, или привезет живым побега сюда, к тебе во дворец. Воевать мы будем все, даже наши дети, юноши. Со мной здесь всего 50 конников. И каждый из них возглавит 10 конников, которых вы дадите мне. Так решил Бабек, посылая меня и Бугдая сюда. Вы хотите ночными набегами начать рубить змею не с головы, с хвоста, а Афшин семиглавое чудище. За этим 2 года войны Базенский тигр только слегка помял бока чудищу, а хребет переломить ему не смог. Афшин злопамятен, как верблюд. Он коварен и умен. Говорят, недавно он сказал, что если побег, как сталь, не сгибаем, то я, как слон, терпелив. И будто бы он сказал, просижу здесь, пока не посидею, но не выпущу побега, раз уж я взял его за горло. Пусть Афшин змея, пусть он чудище, но ведь и вы не кролики. Расскажи Азраку и Бугдаю, чтобы они знали все. Эй, Азрак, мы накормили твоих детишек, потом напоили их хорошенько, связали, ну и засунули им в рот платки, чтобы не плакали, и лежат они смирно, как бараны. Азрак, ведь ты же араб. Настала пора для нас смыть свои грехи и встать под победное знамя халифа Великого и Светлого. Пойдем к Афшину и сложим к его ногам свои мечи. И если ты скажешь, где Бабек прячет свои ударные силы, халиф не только простит нас, он озолотит, поверь мне, и тебя, и меня, и его. Я сказал все. Теперь слово за тобой. Последнее слово за меня скажет мой меч. Эй вы, шлюхой, произведенный на свет! Живыми их взять! Держись, Бугдай! Держись!